Организация по мониторингу прав человека сообщила, что китайские власти проводят незаконную слежку за уйгурами и представителями других этнических групп посредством мобильного приложения для сбора индивидуальных данных. Приложение хранит и передает информацию о росте, весе, сетчатке глаза и личных данных в полицейский центр. Отслеживается даже отношение человека с соседями, предпочитаемый им выход из подъезда, модель телефона, оказывает ли человек материальную помощь мечетям и количество потребляемой электроэнергии. Помимо этого, в докладе указывается, что китайские полицейские арестовали большое количество людей, пользовавшихся приложениями WhatsApp и VPN. Китай, продолжающий политику подавления и снос мечетей в Восточном Туркестане, построил мечеть в Алжире, которая стала самой большой мечетью Африки. Несмотря на то, что ранее были предоставлены доказательства того, что коммунисты сносят многовековые мечети Восточного Туркестана, официальный Пекин до сих пор хранит молчание. В столице Казахстана, Нур-Султане и городе Алматы прошли протесты в связи с неочередными выборами, которые пройдут в июне. Протестующие считают, что власти приняли решение провести выборы для того, чтобы укрепить позиции некоторых чиновников. После отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, руководившего страной в течение 29 лет, также были проведены акции протеста. Собравшиеся в одном из парков города Алматы, протестующие выразили свое недовольство назначением на пост президента Касым-Жомарта Токаева. Внимание вызвали следующие лозунги: «У нас есть выбор», «Пожилой человек, пора уходить» и «Нет диктатуре и деспотизму». Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Джерри Чун Шинг Ли, обвиняемый в передаче Китайской Народной Республике секретных данных, касающихся американских агентов, находящихся в Китае, которые впоследствии были убиты, признал свою вину. По данным прокуратуры, в 2007 году после отставки из службы ЦРУ 54-летний Ли переселился в Гонконг. Два китайских разведчика установили контакт с бывшим агентом и предложили $100 000 за каждую информацию, а также гарантии пожизненного обеспечения со стороны Китая. С 2010 по 2013 годы на банковский счет Ли поступило сотни тысяч долларов. Бывшего агента задержали в январе месяце в международном аэропорту Нью-Йорка. После неудачной попытки военного переворота со стороны оппозиции, поддерживаемой США, президент Венесуэлы Николас Мадуро провел в Каракасе военный парад. Николаса Мадуро встретили тысячи солдат военной академии Фуэрте-Тиуна при Национальной гвардии Боливара. Мадуро обратился к военным с речью и подчеркнул, что, следуя Конституции и закону, гвардия Боливара должна бороться против предательства и попыток свержения власти.